А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о аятах, зикрах, адуга, которые позволяют нам сохранять связь с Аллахом Субханаху ва Тааля и помогают нам решать наши насущные проблемы, бытовые. Потому что человек – слабое существо. Человек создан слабым. Хуликаль инсану аджуза. Он был создан слабым. И, соответственно, естественно, он нуждается в покровителе. Нуждается в том, кто бы помог ему. Даже атеисты, в конце концов, начинают кому-то молиться. Созданным богам своим, рукотворным, так скажем. В конце концов, все равно они начинают молиться. Это невозможно. Не проводить какой-то ритуал, не находить в себе, так скажем, какого-то более сильного существа, чтобы обращаться к нему за пользой. У нас есть, альхамдулилля, такое существо, это Аллах Тааля. Это истинный Аллах Тааля, который действительно все создал и который может решить любую проблему. Но порой мы забываем к нему обращаться. Из-за этого у нас начинаются терзания и беспокойство в душе. Копятся проблемы. Проблемы в семье, с женой, с детьми, проблемы со здоровьем, с достатком имущественным. Еще у нас возникают проблемы с психикой из-за шайтана. Потому что мы не защищены от шайтана вот этими молитвами и дуа. Мы подвержены их влиянию. Однажды один человек спал. Мусульманин спал. А другой был рядом, недалеко. И он воочию увидел двух джиннов, двух шайтанов. Как они разговаривали. Он их увидел. Раньше часто могли видеть джиннов и шайтанов. Сейчас мы их видим все реже и реже, но есть люди, которые видят. Есть люди. Ко мне приходит, вот тоже один парень пришел, он говорит, я, говорит, боюсь это, говорит, людям сказать, я, говорит, потому что меня, говорит, психи запишут. Но у меня, говорит, в комнате бегают вот такие, говорит, человечки. Бегают. Они, говорит, тут около ноги, говорит, около дивана, туда-сюда бегают такие человечки, говорит, маленькие. Заходят, выходят, спокойно ходят. Я, говорит, он рассказал это матери, потому что думал, что сошел с ума, а уж мама как бы ко мне привела, что делать как бы? Если врачу расскажешь, да? Психиатрия однозначно. Шизофрения. Звонит же человек врачу и говорит, доктор, помогите, говорит, моя жена больна. А что случилось, говорит? Дома полно чертей, она их не видит, говорит. Врачу позвонишь, то есть, и тебя уже могут куда-то, Аллах сахласын, увезти. Поэтому в этих случаях люди иногда даже скрывают такие вещи. Потому что, боятся просто рассказывать. А это есть. И вот этот один из мусульман увидел двух шайтанов, как они разговаривали. И один другому сказал, иди, говорит, вон тому спящему, говорит, и навреди ему. Тот пошел и обратно пришел. Говорит, что, говорит, получилось? Нет, говорит, он что-то прочитал, говорит, перед сном. А я-то, говорит, прочитал перед сном, я, говорит, не могу ему навредить. Второй, говорит, не может быть, говорит, пошел сам. Обратно пришел, да, говорит, ты правду сказал. Потом тот мусульманин побежал быстренько, разбудил друга и рассказал ему эту историю. Вот что с нами происходит во время сна, дорогие друзья. Там с нами делают все, что хотят. Поэтому мы подвержены постоянно вот таким вот влиянием, такому злу, так скажем. И без аятов, без хадисов нас никто не защитит. Никто абсолютно. Медицина, психология, психиатрия, никто на это не способен. Лекарства, никто на это не способен. Это область темная, неизвестная, область души. И это только подвластно объяснениям религии, Корану, Сунне. Аббан ибн Усман, рады Аллаху анху, сказал, пророк, говорит, сказал, того, кто встретит рассвет и скажет 3 раза «Бисмилляхи аллади ля ядурру магасмихи шей'ун фил арды ва ля фис сама ва хуа сами'ул алим», того до вечера не коснется беда. А кто скажет об этом вечером, того до утра не коснется беда. 3 раза.
Несложно. Бисмилляхи аллади ля ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ля фис сама ва хуа ас-сами'ул галим. Да мы все знаем это. И вот Аббан заболел. Он парализовался. То есть паралич у него был, наступил. И люди пришли и сказали: о, Аббан, ты же, говорит, сам рассказывал нам хадис. Неужели этот хадис или этот дуа тебя не защитило? Понимаете, уже говорят ему, предъявляют. А Аббан, рады Аллаху анху, говорит: я, говорит, не соврал. Я, говорит, не соврал. Это, говорит, помогает. Но, чтобы послать мне болезнь, Аллах Та'аля сделал так, что я забыл эти слова. В один день, какой-то промежуток времени, я, говорит, забыл этот зикр, эти слова. Сказать забыл, или в общем забыл, и меня, говорит, настигла вот эта вот, так скажем, болезнь. Вы понимаете? Эти дуа, они работают. Вот есть, тут же все мужики, да? Мужчины все понимают. Сравним эти дуа с бронебойным снарядом. Да, немножко коснемся этой темы. Бронебойный снаряд, смотря куда попадает, он иногда пробивает броню, иногда не пробивает. Вот эти дуа, эти зикры, они всегда пробивают. Если не пробивают, ошибка в том, кто стреляет. Либо он вообще снаряд не положил, либо положил не тот снаряд. Ошибка в этом снаряде, нет ошибки. Он всегда пробивает, понимаете? Поэтому Аллах Та'аля, чтобы послать болезнь, Он не посылает болезнь против этого дуа, против этого зикра, а Он делает так, что человек забывает этот зикр. И потом болезнь приходит. Понимаете? Значит, этот зикр, он работает всегда. Нет такого, чтобы он давал осечку. И кто из нас каждое утро говорит: бисмилляхи аллади ля ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ля фис сама ва хуа ас-сами'ул галим. Если утром жену не чмокнул в щечку, пока не сказал, вот это беда. А то, что это не сказал, это не беда, да? Вот это беда. Потом жена тебе пишет: ты даже не поцеловал меня, ты целый день ждешь вечера, чтобы поссориться уже из-за одного поцелуя. Вот не надо забывать вот это сказать. Это самые главные вещи. Много других, естественно, зикров, аятов. Но вот это очень легкие на язык, и очень просто их сказать. Если человек это помнит, значит он помнит об Аллахе Субханаху ва Тааля. Дорогие друзья, сейчас вот мы недавно открыли тут ящики у нас в мечети. Что-то денег оказалось поменьше, чем в остальные месяцы. Но мне не хотелось думать, что вы жадные, да? Быть такого не может. Я отказываюсь в это верить. Поэтому я считаю, что все-таки экономическое состояние ваше немножко ухудшилось. Поэтому поменьше денег начали ложить. Не из-за того, что жадные, а из-за того, что денег мало. Сейчас я вам скажу научу такому зикру, денег у вас станет много. Иншаллах. Но если я сказал, это бронебойные зикры, они всегда работают. Если вы это будете делать, у вас денег будет много. Но если в ящике денег будет так же, значит вы жадные. Это не значит, что дуа не помогает, значит вы жадные, получается. Понимаете, уже оправданий не будет. Уже оправданий не будет. Это бронебойные, еще раз говорю. Нафи ибн Умар, рады Аллаху анху, говорит, рассказывает: я, говорит, видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к нему пришел один мужчина и сказал: о Расуль Аллах, у меня мало денег. То есть пропитание уменьшилось, деньги уменьшились, имущество уменьшилось. То есть я страдаю, нуждаюсь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: после намаза, говорит, неужели, говорит, ты не знаешь такой зикр, говорит, которые говорят ангелы и все существа, говорит, на этой земле. Ангелы и все существа говорят этот зикр, чтобы было пропитание у них. Вот звери же тоже находят пропитание. Они с собой
ничего не носят. Вот представляете, птицы улетают за 1000 километров, у них нет ни одной сумки с собой. Как они туда долетают? Откуда они по пути еду добывают? Тут ты выходишь на пикник с семьей. Сколько у тебя там? Целый багаж у тебя, да? Тележка целая. Там чего только нет. Там генератор даже есть со всеми этими лампочками там и так далее. Противомоскитные там сетки, мази там и так далее. Чего только там нет. Подгузники для детей. Они улетают за 1000 километров, у них ничего нет. У них есть зикр. Они вот этот зикр говорят и улетают. Все. И они находят еду. И этот человек сказал: о, Расуль Аллах, что это за зикр? Записывайте. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим, астагфируллах. 100 раз в день. После того, как наступит рассвет, до утреннего намаза. Вот в это время. 100 раз в день, если мы говорим от рассвета до утреннего намаза, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи ал-азим, астагфируллах. Если мы говорим, то этот мир, говорит, сам придет к тебе униженным. Придет и скажет: возьми, что хочешь, пожалуйста. Этот мир сам к тебе придет. Неужели здесь это сложно сделать? Работать не надо. Ага. Тут это проще всего, ничего здесь нету. Второй. Слов нет. Посмотрим заполняемость еще этих. Это не сложно, правильно? Это ведь не сложно. Еще раз говорю, это бронебойные. Поэтому, если у вас что-то не прибавляется, значит, проблема у вас, вы просто не говорите или на утренне не просыпаетесь. Да? Значит, это же надо встать с рассвета, то есть до утреннего намаза, да, встать, 100 раз это сказать, и все. Вот попрактикуйте немножко. Я уверяю вас. Потому что я сам использую эти вещи. И я чувствую, что они помогают. Они помогают реально. Потому что, вот, честно говоря, мы же хазряты, мы как эти птицы. Мы не можем рассчитывать на что-то, да? Если вот у тебя сегодня работы нет, ты же не можешь позвонить богатому человеку: слушай, я видел тебя во сне, тебе срочно надо аш провести. Да? Мы сегодня желательно, да? Мы же не можем ему так сказать, правильно? То есть, вот пропитание хазрятов, оно зависит только вот от Аллаха. Вот позвонит кто-то, не позвонит. Естественно, у всех так, но это более-менее как бы... У человека, который торгует, у него есть товар. У него за эту цену не купят, за другую могут купить. Правильно? Если не купят, может, обменяет как бы, да? А у хазрята товара нет. И он может только надеяться утром и сидеть у телефона и ждать. Да? Хлеб может позвонить или не позвонить. Правильно? Поэтому ничего не остается, как вот зикры. Зикры делаешь. Альхамдулилля, звонят. Альхамдулилля. Все секреты выдаю. Я уже это... Я искренне с вами разговариваю. Все секреты. Только никому об этом не рассказывайте. Да. О, забыл про него совсем. Да. Я вам вот искренне рассказываю, понимаете, это действительно работающие вещи, вот эти зикры. Это несложно. Поэтому все мы нуждаемся, дорогие друзья. Все переживают. Я же вижу, как люди переживают из-за работы, из-за денег, из-за того, что там детей надо обеспечивать. Вот, пожалуйста, Аллах, естественно, человек работает. Но Аллах Тааля начинает давать ему легко пропитание. Без вот этих вот мытарств, мучений, когда человек сам себя мучает. Есть другая проблема, дорогие друзья, например, плохой начальник. Очень часто приходят и говорят: начальник невыносим. Что с ним делать? Угнетающий начальник. Просто так начинает придираться и так далее. И есть и против него дуга. Есть против него дуга. АК-47. Дуга, против него тоже есть дуга. Какой дуга? Сейчас скажем, иншаллах. Если человек боится угнетающего руководителя и скажет: очень простой дуа, который мы все знаем. Радиту билляхи раббан, ва бил ислами динан,
وَبِ مُحَمَّدٍ رَسُولًا صلى الله عليه وسلم وَبِالْقُرْآنِ حَكِيمًا وَإِمَامًا, то Аллах избавит его от этого руководителя. Проще некуда. Проще некуда, дорогие друзья. Ничего делать не надо. Какие-то лицензию получать там, да? Там оружие, патроны получать. Ничего делать не надо. Ничего делать не надо. Просто делаешь дуа. И Аллах Тааля избавляет без криминала. Избавляет тебя. Понимаете? Потому что это тоже гложет людей. Есть вот недавно только вот девушка пришла, не могу, говорит, работать невыносимо. То есть начальник, говорит, стоит над душой, говорит, уже, говорит, невыносимо, просто сложно, говорит, мне просто приходить на работу очень сложно. А человек, если на работе он целый день угнетаем, это каждый день капля, это превращается уже в болезнь психическую. Поэтому тоже, вот, дорогие друзья, выход из ситуации. Халид ибн Валид, рады Аллаху анху, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: я, говорит, боюсь спать. Я, говорит, боюсь спать. Есть люди, которые боятся спать, на самом деле, темноты, там закрывают глаза, им кажется, что происходят там и контролируемые процессы вокруг, поэтому они открывают глаза снова, от любого шороха просыпаются. Есть такие. И дети тоже много страдают от этого, и даже взрослые. Я сам, честно говоря, этим нет-нет, да и бывает, как бы. Страдаю. Что помогает в этой ситуации? Пророк саллаллаху алейхи сказал: читай, говорит, «А'удhu би калимати Аллахи таммати мин гадабихи ва гикабихи ва шарри гибадихи ва мин хамазати шаятини ва яхдурун». Читай, говорит, вот это дуа. И все, ложись спать. Аллах Тааля дает успокоение, спокойный сон. И ничто тебе не может навредить. Халид ибн Валид, полководец, вот смотрите, у него тоже был страх, который голыми руками убивал людей. Он однажды одного полководца персидского, знаете, как убил? Он его бил по животу, пока не сломал ребро, и это ребро не пробило ему легкое. Какой у него был удар? Он бил его, он потом, остался без оружия, он что потом решил? Решил бить его. А другим полководцем, когда он сражался, тот полководец схитрил. Поймал Халида, рады Аллаху анху, и сказал своим людям, чтобы они быстро вышли и убили его из засады. А должны были сражаться один на один. И что он сделал? Он взял этого персидского полководца и начал крутить, вертеть вот так, по кругу. И никто к нему не мог подойти, пока мусульмане не подошли, не помогли ему. Понимаете? Это вот такой человек и боится спать. Для нас это детская болезнь какая-то получается. Но это не детская. Многие взрослые от этого страдают. Просто надо честно в этом признаться, дорогие друзья. Абдуллах ибн Мас'уд рассказывал такое, что когда спишь с женой, тоже есть дуа. То есть дуа, который читается перед соитием, так скажем, да, интимной близостью. Потому что многие мусульмане не знают об этом и не выполняют это. Они думают, ага, все там, делал и все, там ничего делать не надо, там ничего умного нет, как говорится, да, природа сама все за себя сделает. Нет. Это тоже процесс духовный. Поэтому здесь тоже нужно делать дуа, он говорил. Перед тем, как зайти, говорит, к жене, то есть спать с женой, скажи, говорит, ей, чтобы она прочитала 2 раката намаза. Она прочитала. Дотронься до ее головы руками и скажи: Аллахумма барик ли фи ахли, ва барик ли ахли фия, варзукха минни, варзукни минха, ваджмар бейнана ма джама'та би хайрин, ва фаррик бейнана ма фаррахта би хайрин. Вот дуа есть даже в этом случае. Переводится как просим бараката от нее и от меня, от нашего потомства. И если соединяешь нас, соедини в добре, если разъединяешь, то разъедини тоже в добре. Тоже дуа делается. Потому что даже в этом процессе могут участвовать шайтан, и может какая-то беда тебя настигнуть. Аллаху алям. Какой-то комплекс у тебя может остаться в этом процессе. Мне задали вопрос по-татарски однажды на радио: Хазрат ты,
можно ли сказать во время интимного процесса своему мужу «Аллаху Акберсин» депти? Ну, видать, человек недоволен, да? И, ну, хоть как-то его подбодрить-то. Не надо какие-то слова придумывать. Вот, пожалуйста, есть дуа. Потому что мужчины иногда могут страдать. Понимаете? Даже могут страдать физически. Кто-то может, например, удовольствие не может доставить жене. Кто-то кого-то не привлекает собственная жена, например, да? Может быть такое. Валлаху а'алям. Вот когда читаешь дуа, такие вещи, таких болезней не бывает. Это все вещи, которые влияют на нашу жизнь, на нашу психику, на наше самочувствие, состояние. Понимаете, вот на все случаи жизни есть помощь, дорогие друзья. На все случаи жизни. И от болезней, и от бедности, и даже в этом случае. Поэтому надо лишь употреблять, не надо никогда забывать. То, что ты намаз почитал, там уразу подержал, нет, этого недостаточно. Само по себе автоматически остальное может и не работать. Поэтому никогда не надо связь с Аллахом терять посредством вот этих дуа и зикров. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.